А Алекминск насчитывает 70 километров круглогодичной дороги регионального значения и 76,5 местного. Сейчас там прикладывают все силы, чтобы попасть в программу «Безопасные дороги» с привлечением федеральных средств. Дороги. Упоминание о них, а точнее их качестве, давно стало притчей во языцах. Что касается Алекминского района, то проблема эта стоит и в самом городе. И на дороге республиканского значения УМНАС, и по путям, которые должны связать районный центр с наследами и столицей. Состояние у них где-то удовлетворительное, где-то неудовлетворительное. Из 76 километров дорог у нас только 10 километров с усовершенствованным покрытием бетонным. Остальное все это дороги 5-й категории, гравийные. Ни одна дорога в городе Алекминске не соответствует нормативам ГОСТов, да, 50-597. Это сжатая информация. На деле пока что осенью и весной в городе в некоторые районы невозможно подъехать ни на такси, ни на служебном транспорте. Таковы дороги. В очень плохом состоянии, конечно. Плохие дороги? Да. А внутри города или это вот везде такие? Внутри города, но и везде, в сторону деревень ехать тоже все выбито дорога. Ужасно. Весной будет еще хуже. Все ямы повылазят. А это частичная ямочная, дырочная залипуха, это ерунда все. Дополнительные расходы на ходовку автомобиля и очень влияет на безопасность движения. Не менее проблематично передвижение и в районе. Знаменитый Солянский косогор. Здесь начали срезать горную породу, чтобы часть пути стала более безопасной. Не успели. Порода с огромным трудом поддавалась технике. Здесь необычного ничего нет. Скала, камень. Он очень плохо берется. Об этой проблеме население района ставило вопросы практически в каждом пункте, где шли отчеты правительства. Базовым все-таки вопросом со всех отчетов за 3 дня я бы оставила вопрос состояния дорог. Я думаю, что состояние дорог сегодня волнует у нас алекминчан как внутри города, так внутри населенных пунктов, так и сложности, которые связаны с дорогами действительно между населенными пунктами. Да? И поэтому сегодня, с учетом того, что достаточно большой объем работы происходит по выделению федеральных бюджетных средств именно для строительства дорог на территории республики, мне бы очень хотелось, чтобы Алекминский район не оказался в стороне. Какие перспективы ждут алекминчан, зависит во многом от степени готовности проекта. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск.